Кийинки сөз депутат Алимжанов Фархатбек Айбековичтер. Рахмат, Даниил Ремекович. Вот Национальный банк вот уже несколько лет подряд перечисляет в бюджет часть своей прибыли еще до проведения аудита. Скажите, а как на данное решение Нацбанка реагируют внешние аудиторы при проверке? Уважаемый Фархат Айбекович, на самом деле в прошлом году мы досрочно перечислили часть из нашей прибыли. В принципе, это такого рода операция была согласована с внешним аудитором. Но это является нарушением? Нет, мы согласовывали с внешним аудитором, и они, в принципе, сказали, если вы... Можете, например, отчет аудитора за прошлый год, что написано аудитором по данному вопросу? Вот это согласование и все, что ли? Внешний аудитор разрешил нам перечисление, досрочное перечисление части прибыли. Потому что на тот момент уже была произведена проверка, аудиторская проверка, предварительная сумма была, в принципе, уже выявлена внешним аудитором. В соответствии с этим внешний аудитор разрешил нам досрочно перечислить часть, не все, а часть прибыли. А вот Минфину тогда вопрос. Вы от нехватки берете часть прибыли Нацбанка? Министерство финансов берет средства, потому что им необходимо для покрытия дефицита бюджета. Ну, у меня такой вопрос, вот, уважаемые депутаты. У нас сейчас вот недостроенные школы, да, там, которые строятся более 10 лет. А чтобы закончить объекты, нужно около 40 миллиардов сомов. А вот у нас есть что в резерве, да, хранится 70 миллиардов сомов. Мы можем вот это поддержать, что 40 миллиардов туда направить? Жоқ, эми бул жерде тармак көп да жетпеген. Ошондуктан бизде жылына каралган каражаттар бар бүгүн капвложенияга. На сегодняшний день мы в среднем где-то 10 миллиардов карадык. Ошонун 4 миллиарды бүгүнкү күндө мына жол курууга кетти. Где-то 5 миллиарддан ашыгы бул бүгүнкү күндө капвложенияга кетип жумшап атабыз. Эми мына май айларында biz кайра бюджетке кайтканыбызда караганыбызда ошол жерде үнөмдөлгөн акчаларды биз кайра карап чыгабыз. Ошол жерде дагы кеңешип өкмөт менен кеңешип дагы биз карап көрөбүз ушул маселелерди.